Здравствуйте. У нас есть в городе несколько улиц, которые проводились, ремонтировались в последнее время. Там 12-13 год. По-моему, мы составили график по 2013 году. То есть мы сейчас поедем по тем улицам, которые в 2013 году были сделаны. Для того, чтобы оценить качество работ, прошло 2 года, и мы можем уже увидеть какие-то изъяны, дефекты. Это те улицы, которые должны быть отремонтированы, если мы нашли там дефекты, за счет подрядчика непосредственно. Это основная часть нашей инспекции, смотреть как раз вот эти вот улицы. Потом мы проезжаем мимо школ. Здесь у нас на плане отмечены школы. Около школ мы смотрим обустройство, то есть наличие знаков, разметки, лежачих полицейских, должны быть ограждения. То есть весь комплекс, который должен быть по указу президента, вернее по поручению, мы должны просмотреть. Мы спрашивали, где какие есть плохие дороги. Коля, какие у нас дороги были нанесены? Неподобные. Какой еще был? Дернос. Еще что у нас было? Какая была еще улица? Какой-то Чипман, что ли? Да. Колхозная. По-моему, где-то вот Кочман. где? Улица колхозная еще отлично. То есть мы составили маршрут для того, чтобы еще проехать туда, где активно жаловались граждане в соцсетях. Они просили, чтобы мы туда заехали, посмотрели, а что же происходит там. По итогам всего этого объезда будет составлен отчет, который мы направим уже дальше в органы власти. Поэтому мы сейчас едем, все фиксируем, там, в компьютер, в стенограммочку, пишем все дефекты, и потом уже это ляжет в основу нашего отчета. Так, сейчас мы пройдем около школы. Какой номер школы? Школа номер 1. Вот. Находится в центре города. Здесь улица односторонняя, Николай Борисович. Да? Мы смотрим, какие знаки, как она оборудована, обустроена. Скоро 1 сентября. Есть соответствующее поручение президента, что до 1 сентября школы были оборудованы знаками. Мы сейчас давайте пойдем туда, на ту сторону, чтобы по мере движения автомобиля смотреть на эти знаки. Мы вам расскажем о том, чего здесь в плане знаков не хватает. Так, давайте посмотрим на эту улицу. Будь я водителем автомобиля, я бы этот знак вообще не видел, потому что он чиста. Как минимум, смотрите, наверное, туда посмотрим, да? То есть есть знак. Он не на желтом фоне в этот момент. Когда должен быть на желтом фоне, в этом месте на знаке должна быть соответствующая табличка продолжительности действия знака «Внимание, дети». Дальше. Пешеходный переход выполнен не на желтом фоне, отсутствует ограждение. То есть, по сути, рекомендации, которые давались регионам по безопасности вблизи школ, они здесь не выполнены. До этого знака еще должен быть знак «Внимание, дети», тоже на желтом фоне. Опять же, искусственные неровности, тоже должен быть знак снижения скорости. Первая школа, которая находится в центре города, мы видим, что полный беспорядок по знакам. Сейчас мы, поедем к Катаева. Это Гарантийная улица пошла, да? Это пошла улица Катаева. 77-11. Гарантийный участок дороги. Тут швы не обработаны. Сопряжение. Трещины имеются. Да, трещины уже имеются продольные. Видимо, убирали колейность, а вот
садик у нас. Вот, если сотня, Школа 19, да? 18. 18. Старовского 53. Коль, смотри уже сейчас сразу. Школа будет слева. знак уже Вот не знак. на желтом. Ограничения скорости нету. Продолжительности нет, да? А это который за Это 200? первый, да, за 200. Не на желтом фоне, ограничение скорости Улица отсутствует. Старовского тоже участок гарантийный. 77-29. Так, какие-то ямы тут есть, нет? Вот люк просел. И еще один люк просел. Отсутствует ограничение скорости. Вообще какие-либо ограничения скорости. Да. И также лежачий Здесь прицеп. с продолжительностью 100 метров имеется, не желтый фон. У пешеходного перехода Т7, который не горит. И нету лежачих. Разметка выполнена с желтым фоном, но уже истерлась. Так, вечерняя школа какая-то будет. Вокзал? Мгм. Нет, пускай про это останусь здесь. Тихонечко. Да, можно уже, в общем-то, тут и тормознуть. Понял, торможусь. Можно и колобашку применить, и... И Митю положи. Давай положим. Далеко не ехать. В общем, у нас есть такой измерительный инструмент, называется колобашка. Ее размеры 15 на 5. И если она пролазит в яму, то эта яма не соответствует нормативам. Сейчас мы на этой улице попробуем ее положить в какую-нибудь яму и посмотрим. Вот, как видно, она помещается легко в эту яму, соответственно, эта яма не проходит нормативам. Мы приехали на эту улицу, потому что получили обратную связь через комментарии ВКонтакте, где нам жители города посоветовали не заехать и посмотреть, в каком она ужасном состоянии. Мы на этой улице даже только въехали и не успели проехать 10 метров, как уже нашли яму, куда ее можно приложить. Как видно, по этой улице дальше эту колобашку можно прикладывать на всем протяжении этой улицы, она легко войдет в одну из ям. Улица находится в нормативном состоянии.